Здравствуйте. Темой моей беседы будет метафизика дороги в книге Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрового внука». Тем более, что в этом году исполняется 160 лет со дня первой публикации этой книги и примыкающей к ней сказки «Аленький цветочек». Сразу хочу оговориться, что я буду говорить не о тех дорогах, которые содержатся в серии «Библиотеки приключений и научной фантастики», популярной среди многих поколений читателей, и не тех дорог, которые сопровождают героев фэнтези. Я буду говорить о дорогах в классической русской и мировой литературе. И Аксаков в этом плане, в этой теме не одинок. Можно вспомнить, даже начиная с Гомера, его «Одиссея» – это одно из ранних таких классических произведений о дороге. В XVIII веке английский писатель Лоренс Стерн написал знаменитое сентиментальное путешествие по Франции и Италии. Это было уже сентименталистское произведение. А наш Радищев со своим путешествием из Петербурга в Москву открыл, в общем-то, тут стык классицизма и реализма, и, во всяком случае, традиции в русской литературе тоже очень богатые. В 1842 году выходит первый том «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя, и тема дороги, она играет очень существенную роль в этом произведении. Можно вспомнить и поэтические произведения, например, поэмы Некрасова «Железная дорога» и «Кому на Руси жить хорошо». В общем-то, там разными способами, но идет перемещение героев. В советской литературе подобные стихотворные произведения у Александра Твардовского в поэмах «Страна Муравии» и «За далью даль». А в русской литературе второй половины и конца XIX века можно вспомнить «Очарованного странника» Лескова, «Степь» Чехова, «Богомолье» Шмелева. Если мы обратимся к XX веку, то, конечно, невозможно пройти мимо знаменитых романов американского писателя Джека Керуака «В дороге», «Бродяги Дхармы». Здесь уже дорога пронизана буддизмом, и, в общем-то, это, предшественник хиппи и, можно сказать, битников. И в литературе уже такого позднего советского периода можно вспомнить поэму, знаменитую поэму Венедикта Ерофеева «Москва. Петушки», перекликающуюся и с Гоголем, и с другими авторами. Это «Путешествие дилетантов» Булата Акуджавы, и вплоть до нынешних времен, до 21 века, до нашего уфимского писателя Игоря Савельева с его повестью «Бледный город». Но я сразу хочу выдвинуть такую гипотезу, что вполне вероятно, что детские годы Багрового внука Аксакова, писавшиеся на закате жизни Сергея Тимофеевича, и при участии его старшего сына, славянофила Константина Аксакова, полемизировавшего в свое время с Белинским по поводу «Мертвых душ» Гоголя, написаны не то что в пику Гоголю, потому что Аксаков ценил, уважал и любил Николая Васильевича, вся семья его, в общем-то, обожала, но все-таки они не были до конца удовлетворены конечным результатом, потому что сам замысел Гоголя создать трилогию, где ад, чистилище и рай российской жизни были бы показаны в художественных образах, этот замысел провалился. И был показан только негатив, был показан только ад
в первом томе. И Аксаков, он как бы продолжил и дополнил то, что в силу целого ряда причин Гоголь не смог воплотить. Вот. И с этой точки зрения мне хочется выдвинуть еще одну такую гипотезу, что детские годы Багрового внука – это никакой не критический реализм, это христианский реализм. В чем отличие того от другого? Если мы будем сравнивать, например, возьмем критический, социалистический и христианский реализм, главное их отличие в ценностных установках. Критический реализм стремится в своих произведениях явно или, в общем-то, как бы скрытно изобразить социальные противоречия и стремление к их ликвидации или минимализации. То есть, в общем-то, преодоление социальных противоречий. Социалистический реализм. Была такая установка, другое дело, как каждый писатель это решал. Понятно, что каждый по-своему, и тут нет единого какого-то подхода, но, в общем-то, главное это было воспевание строительства новой жизни, или, как говорили, рая на земле. Вот. Насколько это получилось, это мы можем судить уже сейчас, но тогда люди искренне в это верили. А задача христианского реализма – это спасение души. И вот с этой точки зрения, если рассматривать детские годы Багрового внука, то тема дороги, она является не только композиционным стержнем, но и главной философской темой, пронизывающей все произведение от начала до конца. И вот давайте начнем сначала. Уже в первом эпизоде отрывочных воспоминаний приводится история с кормилицей. Как известно, в дворянских семьях, поскольку детей рожали очень часто, иногда по два ребенка в год, поэтому требовались кормилицы. У женщин, часто рожающих, у них просто не хватало грудного молока, поэтому существовал такой вот институт. И вот настолько была эта крестьянка, преданная своему Борчуку, маленькому Сереже, что, живя в селе Касимово, это нынешняя Шакша, она в свободное от тяжелой физической работы время, когда уже он немножко подрос, и она прекратила его кормить, она пешком, переправляясь на лодке через Уфимку, за 30 верст добиралась до южной части Уфы только для того, чтобы посмотреть на своего воспитанника или вот этого ребеночка. И если опять-таки мы вот этот эпизод будем рассматривать с точки зрения разных подходов, то с точки зрения критического реализма это какая-то блажь. Почему крестьянка, которую, в общем-то, эксплуатируют и прочее, ходит за 30 верст, чтобы на ребенка своих эксплуататоров посмотреть? С точки зрения социалистического реализма это тем более уже полный абсурд какой-то. Но с точки зрения христианского реализма это вполне уместно. Это, собственно говоря, это очень важный камертон задает всему произведению. Это тема любви между людьми, независимо от их социального положения, уровня образования, возраста и так далее и тому подобное. То есть здесь какое-то создается родство человеческих душ, и эта вот неграмотная крестьянка, она задает тему любви, которая опять-таки пронизывает все детские годы Багрового внука. Не случайно после революции люди, у которых, в общем-то, было соответствующее образование и не глупые, они запретили произведение Аксакова. Потому что с точки зрения строительства новой жизни его произведения были крайне вредны, поскольку его обозвали певцом крепостничества, хотя в его произведениях содержится очень такая глубокая
и серьезная критика крепостных порядков, дело не в этом. Дело в том, что его ценностные установки, они абсолютно не стыковались с теми установками, которые были после революции. Поэтому вот он был отлучен почти на полвека от читателей, от школ, от библиотек и так далее. Серии ключевых событий раннего детства Сережи, когда он еще не умел разговаривать, когда просто вот был маленький ребеночек, но тем не менее в его памяти сохранились вот эти отрывочные воспоминания. Явились поездки. Почему? Потому что он был очень болезненный ребенок. Первая девочка, родившаяся у его матери, умерла в младенчестве, и все боялись, что и второй ребенок также умрет. И поскольку он постоянно и очень тяжело болел, то, в общем-то, делали все возможное. И благодаря величайшим заботам матери, бесконечным милосердием Божиим, как считает Аксаков, и дороге, потому что его постоянно возили на природу. Вот. Этот умирающий ребенок все-таки выжил и впоследствии стал писателем. То есть первоначально дорога, она сыграла роль в его спасении. Но, понимаете, вот дорога не просто как перемещение из одного пункта в другой, а дорога как общение с миром природы и дорога, которая пронизана любовью окружающих его людей. То есть вот сочетание Божьего мира и любви, которая царила в семье, дала эффект спасения, обреченного, может быть, на раннюю смерть мальчика. Заканчивается книга, основная часть, неожиданной поездкой Сережи и его родителей в Казань. Что такое Казань для провинциальных помещиков начала XIX века? Это как для нас поездка в Париж или в Нью-Йорк. Вот. Ну и чтобы как-то загладить свою вину, Прасковья Ивановна делает сюрприз, но она особо благоволила к матери Сережи, а у нее как раз вот должен был быть день рождения. И этот день рождения на крещение приходился. И вот к крещению, это еще один главный православный праздник, к крещению она подарила за свой счет, оплатила эту поездку родителей и Сережи в Казань. И вот смотрите, казалось бы, для Сережи это тоже праздник, он должен тоже радоваться, что увидит вот незнакомый новый город, новое его всегда интересовало. Но тут сердце маленького героя разрывается от горя. Почему? А потому что его маленькую сестрицу, которую он полюбил, вот, ее не взяли. И она впервые разлучается, мало того, что ее не взяли, она впервые будет разлучена с родителями, останется в Чурасово с чужими, в общем-то, людьми. Вот. И его сердце разрывается от горя. И вот эта вот концовка, она важна тем, что в герое рождается душа, в нем рождается человеческая личность, образ и подобие Божьего. То есть вот к концу книги, в силу вот этих вот метафизики дороги, происходит вот эта эволюция. Из маленького, ничего не говорящего и не понимающего, в общем-то, бессловесного существа появляется человек. Ну, вот. И автор закольцовывает пешие походы кормилицы к маленькому Сереже в отрывочных воспоминаниях с началом новой дороги в конце книги, поскольку в этих фрагментах главным мотивом движения являются любовь и сострадание к ближнему. Дорога Аксакова входит в годовой круг православных праздников и шире в большой христианский контекст. Христианские традиции пронизывают саму поэтику его книги. Все поездки Сережи Багрова с родителями – это одна дорога к пробуждению его души. Поэтому не случайно, что детские годы заканчиваются Рождеством и крещением, а в «Аленьком цветочке» на сказочном уровне еще раз проводится и закрепляется мысль писателя о том, что только любовь способна пробудить к жизни спящую человеческую душу, превратив ее из чудища в прекрасного принца.